Всем привет, друзья! Вы снова на канале Зенма в Казах Теле. И в этом видео мы разберем с вами припев песни Карагмай и его третий куплет. Припев находится выше линии и третий куплет ниже. У меня к вам просьба, если вы знаете, как убрать вот эти линии красные, которые указывают на орфографические ошибки, в приложении OneNote, пожалуйста, поделитесь. В онлайн-версии я знаю, где он находится. Он находится во вкладке «Главное», а в офлайн-версии, в версии, когда оно приложение установленное на компьютер, я его не нашла. В общем, давайте начнем разбирать наш дословный перевод песни «Карагмай», которую поет Димаш Кудайберген. Так, выберем режим маркер. Мы уже с вами прекрасно разбираемся в том, что карах это зеница ока. Зеница ока. Раньше так называли зеницу ока карак. Сейчас карашек называют в современном казахском языке. И эта форма, старинная версия этого слова, сохранилась, пожалуй, только в этом обращении карагмай, которое употребляется людьми более старшего возраста относительно людей более молодого возраста. И это могут быть знакомые люди или просто незнакомцы на улице. Но если возраст позволяет, вот эта вот возрастная дистанция, то тогда можно, ну, скажем так, примерно, если разница 20 лет, да, примерно, то тогда это слово можно использовать людьми старшего поколения по отношению к людям младшего поколения. В общем, когда мы добавляем суффикс «м», оно превращается в зеницу моего ока. «Ай» мы уже с вами разбирали в предыдущих куплетах. Это соответствует примерно русскому «ах» возгласу. «Қиылып үзіліп қарадың ай». Опять же здесь отметим «ай», да, «ах» примерно. «Қиылып үзіліп қарау» – это смотреть с мольбою, с просьбой. Примерный эквивалент, примерный перевод такой. «Қарадың» – это значит «ты смотрела». В русском языке слова действия заключают уже в себе лицо и даже род существительного, да, которым это совершается, это действие. А в казахском языке рода нет, но то же самое уже в составе слова действия уже заключено лицо. «Қарадың» – это значит «ты смотрела». «Қарадың» – «ты смотрела». «Қиылып үзіліп қарау» – это значит смотреть, молясь, прося. Опять повторюсь, лишним не будет. Это здесь мы не ставим целью правильность русского перевода. Здесь главная цель заключается в том, чтобы мы поняли, как слова взаимодействуют друг с другом в казахском языке, чтобы мы поняли логику языка. Лично я, вот когда изучаю язык, мне этот момент очень важен. То есть я пытаюсь понять логику языка. Как он вообще... То есть есть такие моменты, которые я словами не могу передать, но я в этом нашла такой здравый смысл понимать логику языка, и мне кажется, это ускорит процесс обучения. Поэтому не ругайте за то, что, в общем, выбрала. То есть многие предложения здесь вообще не будут звучать по-русски, но тем не менее это вам поможет, если вы изучаете язык, вам поможет разобраться в логике казахского языка. И, конечно, в интернете, я думаю, есть и с развитием или с повышением интереса к творчеству Димаша Кудайберген будут еще больше появляться переводов его песен с литературной обработкой. И, в общем, кому нужна вот эта вот, кому нужен смысловой перевод, здесь его не найдут. Здесь больше
видео заточено на то для тех, кто хочет понимать казахский язык. В общем, я думаю, мы поняли друг друга, двинемся дальше. Қараған қандай сұлу жанарыңай. Мы до сих пор сейчас разбираем. То есть последняя строка куплета. Қараған қандай сұлу жанарыңай. Давайте сразу отметим то, что мы уже знаем. А это ах. Жанар. Давайте начнем жанар со слова жанар. Жанар — это глаза, такое красивое, поэтичное. Вообще көз по-казахски глаза. Жанар — это такое поэтичное, красивое выражение, тоже синоним слова көз. Жанар, иногда это слово означает зрение. Жанар — это глаза. Еще отмечу один момент, что в казахском языке внешние органы человека, парные, они не используются во множественном числе. Если в русском языке, допустим, помой руки, да, рука, руки, а в казахском языке, если перевести, то как по-казахски звучит, это прозвучит как помой руку. Потому что все аяк, кол, глаза, ну, то есть көз, жанар, туда не добавляются суффиксов, которые превращают единственное число во множественное. Жанар. Так. Жанар. И здесь отмечу жанаром. Сори, ребята. Жанар — это глаза. А когда мы добавляем суффикс, мне придется здесь кое-что стереть. Когда мы добавляем суффикс жанарың, это превращается в твои глаза. Жанар — глаза, жанарың — твои глаза. Сулу. Сулу. Красивый. Красивые в русском будет. Сулу жанарыңай. Сулу жанарың. Красивые, твои красивые глаза. Красивые твои глаза. Сулу соответствует вот здесь слову красивые в русском переводе. Кандай. Кандай — это будет у нас какой, какая, какое, какие. То есть в казахском языке вот эти определения вроде красивые, какие, не превращаются во множественное число. То есть даже если мы говорим, имеем в виду существительные, которые можно использовать во множественном числе, но в казахском языке к вот этим определяющим словам, которые стоят впереди него, не добавляются суффиксы множественного числа. Здесь у нас остается қараған, это буквально которыми ты смотрела. Конечно, сложности перевода существуют, и, наверное, эта сложность в данный момент относится именно к этому слову, потому что здесь смысл этого слова мы передаем в русском языке 3 словами. Буквально это как бы в казахском языке только звучит как қараған, которыми ты смотрела. Қараған қандай сұлу жанарыңай. Ах, какие красивые твои глаза, которыми ты смотрела. Конечно, можно сказать, какими красивыми глазами ты на меня посмотрела, но тогда это уже в казахском языке будет по-другому звучать. В общем, мы с припевом закончили, двинемся дальше. У нас остается последний, 3-й куплет. И он начинается опять с известного нам қарағымай. Мы уже профи в этом слове. Да, қарақ. То есть еще обращу внимание здесь, когда я про это не говорила в предыдущих видео, не стала заморачивать вас, потому что, мы только начали. А сейчас, я думаю, самое время обратить на это внимание. Вот так звучит қарақ. То есть корень слова вот так қарақ. Почему здесь к, вот это к превратилось в г?
Это казахский язык подчиняется закону сингармонизма, когда все звуки в слове влияют друг на друга. Иногда корень может измениться, последнее слово, последняя буква в корне, она может измениться под влиянием добавленного суффикса. И наоборот, в зависимости от звуков, гласных звуков, которые, ну и согласных, в общем, извините, если я что-то неправильно скажу, но смысл таков, что иногда корень влияет на суффикс, то есть в зависимости от корня, это там твердые или мягкие звуки, в зависимости от этого подбираются суффиксы. И иногда суффиксы могут повлиять на сам корень, то есть в большей степени на последнюю букву в корне. И этот закон называется сингармонизм, закон сингармонизма. И казахский язык, он сплошь пронизан, он полностью подчиняется этому закону. И, в общем, вот почему наш карах превратился в карагым, то есть мы добавили суффикс «ам», и он стал карагым. Не каракым, а карагым. То есть давайте отметим карагым. Карак – это зеница ока. Когда мы добавляем суффикс «м», это зеница ока моего. И мы уже тоже с вами знаем, это возглас ах. Бұл өмір осылай өтеді екен. Опять же, давайте начнем с того, что мы уже знаем. Екен – это в утвердительном предложении, когда мы его встречаем, по-русски примерно означает «оказывается». Когда человек для себя что-то выясняет, и он обычно говорит, вот после слова «действие» добавляет слово «екен». Оказывается, эта жизнь проходит так. Бұл өмір осылай өтеді екен. Что чему соответствует? Бұл – это, этот, это. В казахском языке нет родов. Имеется в виду, в зависимости от рода слова не изменяются. То есть эта жизнь, то есть этот стул, этот наушник, это время, все будет звучать как бұл. Или осы, то есть синонимы могут быть разные, но они как бы, в общем, нет законов о родах, грамматических, лексических законов. Это жизнь, өмір, бұл өмір, это жизнь. Осылай это таким образом, так, өтеді, проходит. Өтеді, өту, проходить. Өтеді, проходит, протекает. В общем, движемся дальше. Сүймесең дүние бекер екен. Опять же, начнем с того, что мы знаем. Екен, да? В утвердительном предложении мы его встретили. Здесь я допустила ошибку, потому что, так как мы делаем буквальный перевод, я должна была здесь написать «оказывается». Оказывается. Если не любишь, это жизнь зря. Конечно, не по-русски звучит, но тем не менее по-казахски предложение именно так организовано. И мы, так как с вами пытаемся понять логику построения предложения в казахском языке, то мы оставим именно такой дословный, буквальный перевод. Екен мы знаем, оказывается. Сүймесең. Сүй. Давайте вот так. Сүй. Это люби. Люби. Сүйме. Сүйме. Не люби. Да? Сүйме. Сүймесең. Сүймесең. Если не любишь. Вот примерно такая интересная картина у нас появилась. Я отмечаю
Ну, я думаю, логика понятна, да? То есть сюй – это люби. Я отмечаю суффиксы, которые меняют это слово и как оно меняется в русском эквиваленте. То есть сюй – люби, сюйми – не люби, сюйми сен – если не любишь. Дунье – дунье. Это, по-моему, это слово с арабского языка. Дунья, да? Дунье – это жизнь. Вот это вот жизнь наша. Мир, как в русском языке говорят же, в миру. Мир, то есть мир, этот мир, наш мир. Дунье – жизнь. Я опять совершила ошибку, друзья. Вот это, оно, его нет в казахском языке. I am so sorry. Мы сейчас ластиком стерем вот это место. В общем, дунье – это жизнь. Бекир. Бекир, кто знает турецкий, он знает, что бекар – это человек, который ходит зря. Шучу, конечно. Бекар называют холостяка. Человек, который зря тратит время, наверное. Логика, я имею в виду, в турецком языке. В общем, бекер – это зря, бессмысленно. Можно использовать слово бессмысленно, бесполезно. Оно буквально это зря. Вот бекер. Бекер зря. Смысл, конечно, если не любишь, жизнь зря. Жизнь бессмысленна. А оказывается, если не любишь, жизнь бессмысленна. Смысл такой. Ну, буквально это будет вот зря. Сюймисен дунье бекерекен. Переходим к третьей строке третьего куплета. Парахтап жинасаң бар ғұмырың. Парахтап жинасаң бар ғұмырың. Как вы уже заметили, здесь нет ай, да, но почему-то в русском языке здесь, в русском эквиваленте переводе стоит ах, откуда оно взялось, вопрос возникает. Это потому что третья и четвертая строки – это одно предложение. Вот, видите, здесь ай. Оно в русском языке здесь в начале появляется. Парахтап жинасаң бар ғұмырың, бір сүйген күніңе ай жете ме екен. Смысл этого предложения заключается в такой, что если собрать по страницам, по листочкам всю свою жизнь, если всю свою жизнь собрать, которую ты прожил, стоит ли вся жизнь, то есть вся твоя жизнь с длиной, не знаю, во сколько лет, стоит ли это одного дня, когда ты любил? То есть что ценнее, вся твоя жизнь или день, когда ты любил? Или жизнь, то есть вся жизнь без любви, или жизнь, то есть день, проведенный в любви? Смысл таков. А теперь перейдем к дословному переводу. То есть мы разобрались, где здесь ай, где здесь ах. То есть это одно предложение, разбитое на две строки. Парак. Парак – это страница. Парак – страница, листочек. Парахтап. Парак – это страница, парахтап – это описание действия. То есть жинау. Знаете, друзья, я вот когда перевожу, я не обращаю внимания. А вот когда начинаю разбирать, я понимаю, что я сделала здесь ошибку. Парахтап жинасаң. Здесь в жинау есть лицо. Второе лицо. Если ты соберешь по страницам, да, буквально вот так будет, потому что мы увидим почему.
Парах это страница. Страница. Парахтап. Парахтап это значит по страницам. По страницам. Жина это собирать. Жинау, то есть собирать. Жина ты собирай. Жинасан, то есть жинаса, так, жинасан. Здесь, видите, проблема в том, что да, все равно проблема перевода, сложности перевода. Ну, ведь ни один язык полностью не соответствует другому языку. Но переводя, делая не смысловой перевод, а делая точный, скажем так, дословный перевод, мы все-таки приближаемся к логике языка, поэтому сейчас, одну секунду мне дайте. Жинасан. То есть жина это собирай, а я когда говорю жинасан, это если ты соберешь. Если ты соберешь. Давайте сделаем так. Я вам устно это скажу, но здесь отобразить это никак нельзя. Жина это собери. Собери. А жинасан у нас будет если ты соберешь. Если ты соберешь. Если ты соберешь, ну, буквально смысл, если ты соберешь всю свою жизнь по страницам, то есть вся твоя жизнь будет ли стоить одного дня, когда ты любил. Бар соответствует слову вся, весь, все, бар. Гумур мы уже разбирали, да, где-то встречали ранее. Гумур это жизнь, жизнь человека. Жизнь не вообще жизнь на земле, скажем, да, не в этом смысле, а жизнь конкретно человека. А больше она относится, обычно ее используют это слово, когда имеют в виду длину жизни. Жизнь. И когда мы добавляем суффикс это становится твоя жизнь. Твоя жизнь. Бір сүйген күніңе ай жете ме екен. Ай мы знаем, оно сюда перешло, нашло свое место. Екен мы трогать здесь не будем, потому что, ну, как мы разбирали, в утвердительном предложении оно имеет явный окрас, то есть это превращается в оказывается, а в вопросительном предложении оно такое незаметное, его можно пропустить мимо. Бір сүйген күніңе ай жете ме екен. Бір это один. Иногда единственный. Один. Так. Один. Так. Сүйген күніңе ай жете ме екен. Так. Давайте начнем со существительного. Күніңе. Так. Күн. Это день. День. Күнің. Күнің. Это твой день. Буквально твой день. Но так как опять сложности перевода, так как в русском языке оно выделяется запятым и выносится как причастным, ну, в общем, оборотами, я не сильно в русской грамматике, оно, в общем, здесь появляется сүйген. Сүйген это значит день, когда любил. День, когда любил. Жете ме екен, жете ме будет ли стоить буквально. Жету это соответствовать, быть, в общем, соответствовать или стоить вот в таком смысле. Жету.
Так, будет стоить G2. Знаете, мы сделаем вот так. G2 это стоить, да? GTME это будет примерно так. Будет ли стоить. В общем, мы закончили с песней Карагамай. Мне это интересно вот так вот сидеть и разбирать, как влияют суффиксы на то, как меняется перевод в целевом языке, то есть в данном случае в русском языке. Мне это интересно. И напишите, пожалуйста, как вы находите, полезным ли, бесполезным. Может быть, это та вещь, которая только мне интересна, да? Бывает ведь что-то сугубо индивидуальное, вот обусловленное, я не знаю, организацией, может быть, мозга человека, что угодно. Если вы находите это таким, то тоже напишите, пожалуйста. Мне это важно знать, мне это нужно знать. В общем, спасибо, если кто дослушал. Спасибо тем, кто дослушал, спасибо тем, кто не дослушал, но все же обратил внимание. В общем, друзья, мы же здесь забыли отметить сам. В общем, вот этот «если ты» соответствует сам. Всем хорошего дня, друзья. Пока-пока.